Хайрлы hürmetli Devlet Советы депутатлары һәм бүгенге утырышта катнашучылар. Доброе утро, уважаемые депутаты Государственного Совета и приглашенные. По установившейся традиции в заседании парламента, на котором оглашается ежегодное послание президента, участвуют наряду с депутатами Государственного Совета руководители органов государственной власти, местного самоуправления, представители широкой общественности республики. В работе 35-го заседания Государственного Совета принимают участие президент Республики Татарстан Рустем Нургалиевич Минниханов, государственный советник Республики Татарстан, герой труда Российской Федерации Ментимир Шарипович Шаймиев, герои Российской Федерации, премьер-министр Республики Татарстан и члены правительства, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, руководители судебных органов, территориальных органов государственного управления Российской Федерации по Республике Татарстан, руководители предприятий промышленности, транспорта, строительства, банков, предприятий агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, руководители вузов и других образовательных учреждений, представители науки, творческой интеллигенции и спорта, учреждений здравоохранения, молодежных организаций. Приглашены и принимают участие представители политических партий и общественных объединений, представители религиозных конфессий, ветераны, руководители дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в городе Казани, представители средств массовой информации. Учитывая высокую общественную значимость, Президиумом Государственного Совета принято решение об организации прямой телевизионной и радиотрансляции 35-го заседания Государственного Совета Республики Татарстан. Для пользователей сети интернет онлайн-трансляция доступна на официальном сайте парламента республики. В соответствии с результатами регистрации кворум для начала работы заседания имеется. 35-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан 6-го созыва объявляю открытым.
Уважаемые депутаты Государственного Совета, Президиумом Государственного Совета Республики в соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан внесено предложение включить в повестку дня 35-го заседания вопрос: ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики о внутреннем и внешнем положении Республики Татарстан. Не будет возражений? Нет, принимается. Повестка дня утверждена. Слово для выступления предоставляется президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Уважаемые депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и приглашенные, дорогие татарстанцы, хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Чыгышымны Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов ярты гасыр элек язган сүзләрдән башлыйсым килә. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Сен чыннан да илем әкияттәге чабып барган атка охшаган, шушы ике канат бар чагында киләчәккә илем ышанам. Родной язык, родная земля, наши духовно-нравственные традиции, богатое историко-культурное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – все эти ценности всегда были и останутся нашей главной гордостью, предметом особого бережного отношения. Сегодня Татарстан – один из опорных регионов многонациональной России. Республика, благодаря высококвалифицированным кадрам, созданному мощному производственному комплексу, развитой инфраструктуре, поддержки правительства и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, сохраняет свое устойчивое социально-экономическое развитие. Мы обеспечиваем социальные гарантии и реализуем все намеченные национальные проекты и республиканские программы, нацеленные на повышение качества жизни людей. Вместе с нашим многонациональным отечеством мы преодолеваем возникающие вызовы. В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и вооруженным силам Российской Федерации. Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан. Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Солдаты и офицеры вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу. Выбрать путь служения Родине и его народу наши доблестные воины защищают мир порой ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество и отвагу. Предлагаю почтить память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, органам государственной и муниципальной власти, организациями и предприятиями республики
Необходимо обеспечить в полном объеме реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В стране идет частичная мобилизация. Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой. Многим сейчас непросто. Мы видим, как все больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готовы помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы. Всесторонняя поддержка оказывается в рамках республиканского движения «Иордания наша. Помощь рядом». Задача глав – оказывать всяческое содействие на местах. Также необходимо продолжить работу по гуманитарной поддержке жителей новых субъектов Российской Федерации. Татарстан активно участвует в восстановительных работах оказания помощи нуждающимся. Существенный вклад в общее дело внесли компании КАМАЗ, Татнефть, Татхимфармпрепараты, Нефис, Газпром Трансгаз Казань, Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат, Казанский авиационный, Казанские вертолетные заводы и многие другие предприятия. В эту работу вовлечены все наши муниципалитеты. Отдельно хотел бы отметить главу Тетюшского района Рамиса Хатовича Софиулова, а также предпринимателей из Муслимовского района Ильгиза Закьяновича Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь. Мы продолжим эту работу. Текущая непростая ситуация в мире расставила все по местам, и самые, казалось, простые вещи сегодня вышли на первый план. Это семья, дети, любовь к родине, патриотизм – это наследие предков. История нашей страны полна примером мужества и героизма. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей. Правительству республики, главам муниципальных образований необходимо продолжить работу по увековечению памяти всех защитников Отечества, включая участников специальной военной операции. В целях увековечения памяти о трудовом подвиге и самоотверженности работников тыла во время Великой Отечественной войны учреждено республиканские звания предприятия трудовой доблести 1941-1945 годов. Этой высокой награды удостоились 17 предприятий нашей республики. Сохранение славных традиций Победы имеет огромное значение для подрастающего поколения. На это должна быть направлена деятельность всех учреждений образования и культуры. Особая роль в данной работе отводится Центром военно-патриотического воспитания «Авангард», военно-патриотическим клубам, детским и молодежным объединениям. Поручаю Республиканскому координационному совету по патриотическому воспитанию обеспечить методические сопровождения данной деятельности. В программных мероприятиях особое внимание следует уделить расширению корпуса волонтеров Победы и в целом развитию добровольчества. Именно добрые, созидательные дела за страны и ее жителей лежат в основе формирования патриотических установок у нашей молодежи. В целом, сегодня перед нами стоят серьезные задачи по формированию целостной системы ценностных ориентиров, совершенствованию воспитательной работы, развитию общественных национальных институтов. Өзелігінің патриоты болу, ватанны, туған тілігіні ярату, мәдениетні қадірлеу, өткенні хөрмәт ету деген сөз. Балаларға һәм яшьләргә патриотик һәм рухи әхлакый тәрбия бирү дәүләтнең иң мөһим бурычы. Ватаныбыз иминлеге сагында нәкъ менә киләчәк буыннар торачак. Хөрмәтле депутатлар, уважаемые депутаты, серьезные изменения в медиаполе, беспрецедентное давление на Россию, введение санкций, провокационные выбросы требуют от нас адекватных мер реагирования. Первостепенной задачей
информационного блока средств массовой информации является осмысление современных реалий и событий, недопущение распространения недостоверной и ложной информации, производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов. В целом, задача в информационном поле сегодня намного шире и сложнее, чем несколько лет назад. Поручаю правительству республики подготовить предложения по совершенствованию государственной информационной политики, разработать меры реформирования государственных СМИ в соответствии с современными задачами и требованиями. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, одним из наших важнейших ценностей были и остаются межнациональный и межконфессиональный мир и гражданские согласия. Текущий год в республике ознаменован 1000-летием принятия ислама в Волжской Булгарии. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина юбилейная дата празднуется и на федеральном уровне. Реализуется много знаковых проектов. Мероприятия проходят с большим количеством гостей, в том числе иностранных. Все это свидетельство возросшего интереса мусульманского мира к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией. Мы признательны за всемирную поддержку, подготовку и проведение юбилея правительству Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным, председателю оргкомитета Марашу Киржановичу Хуснулю, руководителям мусульманских религиозных объединений страны. Такая насыщенная духовная жизнь также насыщена духовная жизнь татарстанской метрополии. В текущем году прошли праздничные мероприятия по случаю годовщины освящения собора Казанской иконы Божией Матери с участием 20 архиереев Русской Православной Церкви, которые высоко оценили уровень государственных конфессиональных отношений в республике. Знаковым событием будущего года станет празднование 300-летия Казанской духовной семинарии, одной из самых именитых православных духовных учебных заведений России. Большой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в республике вносит Ассамблея народов Татарстана, Дома дружбы, этнокультурные объединения. Туган телгә һәм мәдәнияткә игътибар бөтен дөнья татарларын берләштерә. Быел без бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгын билгеләп үттек. Бу вакыт эчендә конгресс тормыштан булуын исбатлады, телне, милли мәдәниятне һәм гырыф-гадәтне саклау, халкыбызны берләштерү буенча зур эш башкарды. В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы требуют на прочность единства наших народов, пытаются разыграть национальную карту. Более пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача – не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи, забота о сохранении и развитии языков, культуры, традиций – наше бесценное достояние. Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также продолжения культурного наследия народов России, объявляю 2023 год в Республике годом национальных культур и традиций. Во все времена главной хранительницей вековых традиций была и остается крепкая семья. Это основа сильного государства, связующая нить между поколениями, важнейшая составляющая повышения рождаемости и роста демографии. В Татарстане живут десятки тысяч замечательных семей. Это пара, отметившие золотые бриллиантовые свадьбы, многодетные семьи,
приемные семьи, творческие и спортивные династии. Наша задача – обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, многодетности, позитивного жизненного опыта больших крепких семей. Особое внимание следует уделить ситуации с разводами, прежде всего в семьях, где воспитываются дети. Зачастую такие решения принимаются спонтанно на эмоциях. Важно на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях, и оказать максимальное содействие сохранению семьи. Гаилә безнең өчен иң зур байлык. Ул бер-беребезне яратырга, хөрмәт итәргә өйрәтә. Безгә барлык авырлыкларны җиңәргә көч бирә. Нәкъ менә гаиләдә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, милли һәм мәдәни традицияләр тапшырыла. Балалы гаиләләргә булышу безнең өчен һәрвакыт мөһим булды һәм булачак. Хөрмәтле депутатлар, уважаемые депутаты, значительным ресурсом развития республики является вовлеченность татарстанцев в принятие управленческих решений. Действенный институт гражданского общества – Общественная палата Татарстана. Нам предстоит сформировать ее новый, 7-й состав. Важно, чтобы в нее вошли граждане, обладающие необходимым опытом и компетенциями. Поддержка развития негосударственного сектора, особенно в социальной сфере, в числе наших приоритетов. В текущем году в республике сформирован механизм единого гранта оператора по поддержке проектов, создан общественный ресурсный центр в рамках квартала юстиции, действует коворкинг «Добрая Казань». Важную роль в налаживании эффективного взаимодействия с населением играют органы муниципальной власти городского, районного и сельского уровня. Задача местного самоуправления – быть способными удовлетворить возрастающие запросы граждан, постоянно совершенствуя свою работу. Җирле үзидарә ул туган җирләрен ихлас яратучы, битараф булмаган. Ул шәһәрләрен һәм районнарын, авылларын һәм бистәләрне үсеше өчен җаваплы булырга әзер кыю кешеләр. Мы пригласили сегодня в зал глав поселения, которые проработали в этой должности более 20 лет. Это Мунир Тухтаров, Нина Котельникова, Виктор Кармашев, Джалиль Гайфуддинов, Радик Ибрагимов, Эдуард Гараев. Прошу их подняться, встать. Уважаемые коллеги, в вашем лице хочу сказать спасибо вам, всем работникам системы самоуправления, за важную и нужную работу. Бигзур Ахмад, спасибо. Уважаемые коллеги, хөрмәтле хезмәттәшләр, международная и внешняя экономическая деятельность нуждается в адаптации к изменившимся условиям и форматам сотрудничества. Стоит задача формирования новой географии взаимодействия по перспективным направлениям. Многие годы Татарстан уделял особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Полученный в текущем году Казанью статус молодежной столицы АИС открыл новые возможности для привлечения молодежи к международному диалогу. Важно использовать этот потенциал. Республика также ведет активную работу в формате группы стратегического видения России «Исламский мир». В его рамках этим летом в столице Татарстана прошел 13-й международный экономический саммит «Казань-саммит», который собрал 6,5 тысяч участников из 64 стран мира и 59 российских регионов. Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил проведение мероприятий и поддержал наше предложение о придании форуму федерального статуса. Это высокое доверие и большая ответственность. Наряду с Петербургским и Восточным экономическим форумом Казань становится еще одной крупной площадкой по обеспечению экономических интересов России в рамках равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. Сегодня в условиях ограниченного доступа к финансовым ресурсам для нас важным направлением развития является Институт исламского финансирования.
В настоящее время на федеральном уровне завершается формирование законодательной базы. Татарстан входит в число пилотных регионов. Использование новых инструментов расширяет возможности экономики по привлечению финансовых средств. Нужно максимально ими воспользоваться. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, в основе реализации всех наших программ повышения качества жизни и благосостояния населения эффективная экономика. В текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызовов. Ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Однако, благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов, федеральным и региональным мерам поддержки экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам. По итогам текущего года ожидаем валовый региональный продукт составит порядка 3,7 триллиона рублей, объем отгруженной продукции порядка 4,4 триллиона рублей, объем строительных работ мы ожидаем выше 460 миллиардов рублей. И, конечно же, инвестиции в основной капитал порядка 750 миллиардов рублей. Важно, что удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы. Хочу поблагодарить за это руководителей наших предприятий и федеральное правительство за меры господдержки по занятости. Но я думаю, промышленным предприятиям надо поаплодировать. Без денег у нас ничего не получится, и рабочие места, и все, и налоги. Основой экономики республики является нефте- и газохимический комплекс. Мы благодарны компании «Татнефть», которая систематично занимается импортозамещением, добычей и переработкой нефти. Успешно справляется с внешними вызовами. Это пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании. Свою эффективность показали малые нефтяные компании. Решение по их созданию было принято нашим первым президентом Метевшем Шаймиевым 25 лет назад. За этот период доля малых компаний добычи нефти в республике выросла с 3 до 20%. По итогам года мы планируем в республике добыть порядка 36 миллионов тонн нефти. Большая работа проводится на комплексе Танека. Увеличение первичных мощностей по приему и переработке нефтесырья до 16,3 миллиона тонн в год без производства мазута. В текущем году в эксплуатацию 4 новых установок. Также должен сказать, что стабильно работает Айфинка. Все это позволяет нам выйти на уровень переработки сырья по республике до 23 миллионов тонн. Устойчиво развивается нефтегазохимический комплекс. Компания «Сибур» продолжает реализацию инвестпроектов на Нижнекамск нефтехимии и газонерсинтезе. В их числе модернизация заводов фитиления и поликарбонатов, строительство энергогенерирующих мощностей. Ну и, конечно, в 2024 году планируется запуск нового комплекса по производству олефинов и П-600. Кроме того, Сибур и особая экономическая зона Алабуга подписали соглашение по созданию индустриального парка в Нижнекамске. Спектр выпускаемой Нижнекамск нефтехимической продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях. Мы благодарны компании «Сибур» за серьезное намерение и готовы оказывать поддержку для развития производств на территории республики. Нашим стратегическим партнером является компания «Газпром». Объем потребления газа Татарстана в прошлом году составил 18,2 миллиардов кубов. И этот показатель ежегодно растет. Успешно продолжается реализация совместного проекта по развитию рынка газомоторного топлива. В республике расположено 37 газовых заправок, 3 крио-АЗС. Ведутся работы по строительству еще 9 заправок. Кроме того, в текущем году запущено 2 завода по сжижению газа.
Хочу выразить слова благодарности компании «Газпром» за поддержку инициатив республики и надеюсь на нашу дальнейшую конструктивную работу. Новые возможности. Спасибо. Новые возможности для расширения рынка сбыта открываются для компании «Нефть» в связи с уходом крупных иностранных производителей бытовой химии. Компания «Данафлекс» на особой зоне Алабуга реализует проекты по созданию производства пленочных материалов нового поколения, пригодных для вторичной переработки. Общей стоимостью свыше 2,5 миллиарда рублей. Компания «Кама» ТАЭС продолжает модернизацию производства шин и диверсификацию продукции. В текущем году инвестиции в проекты шинного предприятия составят 7 миллиардов рублей. В машиностроении отмечу проводимую на КАМАЗе работу по сохранению объемов производства. Предприятие продолжает развитие своего модельного ряда. В первом квартале будущего года «Автогигант» запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения с улучшением потребительских качеств. Елабуга компания «Солерс» до конца текущего года запустит производство новых коммерческих автомобилей. Компания «Риат» готовит выпуск новых краны-манипуляторы. Продолжается модернизация Казанского авиационного завода. Перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214, в наших планах до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на 4 самолета с республиканским татарстанским заказчиком. Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат». Важно сохранить темпы производства по всем моделям не менее 100 вертолетов в год. Зеленодольский завод имени Горького в текущем году спущен первый «Метеор», который должен обеспечить реновацию пассажирского флота нашей страны. Для работы на водных маршрутах республики нами заказано 3 новых судна, 2 «Метеора» и 1 А-217. Благодаря поддержке Ростеха компания «Позис» определена единым центром по разработке и изготовлению нестандартного оборудования для всех предприятий госкорпорации. В целом в Татарстане успешно работает 15 предприятий Ростеха, где занято более 50 тысяч человек. Мы признательны госкорпорации в лице генерального директора Сергея Щемезова за сотрудничество. Давайте поблагодарим наших коллег. У нас большие планы по другим заводам, я уж сегодня не буду перечислять. Наряду с крупнейшими предприятиями в Чистополе компания «Ветер» открывает новую площадку по производству роботов-манипуляторов. Компания «Метем» разрабатывает электрические компоненты для автомобилестроения. В Бугульме компания «НЭЦ» наладила выпуск мини-погрузчиков. Предприятий, которые выпускают востребованную продукцию, у нас много. Каждый из них вносит значимый вклад в экономику республики. Еще раз давайте поблагодарим наши предприятия. Всех я не смог перечислить, но их на самом деле много. И мы очень благодарны. Уважаемые депутаты, хөрмәтле депутатлар, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия АПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства. В то же время остаются резервы. Следует полностью загрузить имеющиеся мощности, обеспечить рост объемов продукции. Главное – своевременно выполнять гособоронзаказ. Безусловно, обороноспособность нашей страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики. Подспорьем здесь призвано стать создаваемыми на базе КФУ, университета Иннополис и КНИТУ КХТИ передовые инженерные школы. Реализуемый КНИТУ КС спецпроект «Крылья Ростеха», а также
стартап-студия технологического предпринимательства на базе вузов республики. Хочу поблагодарить за участие в данных проектах индустриальных партнеров. Это компания «Сибур», Ростех, Росатом, Роскосмос, Уральский завод гражданской авиации, «Газпром», КАМАЗ, ну и, конечно, вот кампус, который строится в Альбете с компанией «Татнефть». Кроме того, для достижения технологического суверенитета и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры основных секторов экономики предприятиям республики следует максимально перейти на отечественное программное обеспечение и оборудование. Актуальным является создание новых производств вычислительной техники. Компания «Исилия» совместно с особой зоной «Иннополис» приступила к строительству завода по производству материнских плат до 1 миллиона изделий в год. Это важные события для всей сферы микроэлектроники страны. Необходимо адаптировать систему подготовки кадров к потребностям производителей. Хорошие примеры здесь. Центр подготовки рабочих специальностей Алабуга Политех, где студентов учат реальные инженеры с заводов резидентов особой зоны на современном оборудовании, а также совместная работа Альметьевского профессионального колледжа с компанией «Ремер Алнас», КАМАЗ техническим колледжем имени Поташева, Казанского авиационно-технического колледжа с предприятием АПК. За последние 8 лет в республике создано 45 ресурсных центров по подготовке кадров, которые активно взаимодействуют с базовыми предприятиями. Данная работа должна носить системный характер и стать неотъемлемой частью подготовки кадров для любой сферы. Все озвученные задачи должны найти свое отражение в разрабатываемой стратегии и программе научно-технологического развития республики. В целом, для реализации наших планов и проектов необходимо продолжить работу по повышению инвестиционной активности и улучшению делового климата. Следует обеспечить бизнесу прозрачность прохождения всех процедур, связанных с инвестпроектами. При этом их количество и время принятия решения должно быть минимальным. Нужно максимально использовать существующие федеральные меры поддержки. В их числе перезапуск механизма соглашения защиты и поощрения капвложений, преференции территории опережающего развития, создание необходимой инфраструктуры. В рамках постановления правительства Российской Федерации номер 1119 управляющими компаниям особой зоны Алабуга и Иннополис следует активно завершить все организационные мероприятия по созданию индустриальных парков и обеспечить наполнение их резидентами. Хорматлы хизматташлар, уважаемые коллеги, на долю малого и среднего бизнеса приходится более 41% рабочих мест республики. Сегодня предпринимателям необходимо быстрее адаптироваться к новым реалиям, максимально заполнить освобождающие на рынке ниши. Наша задача – поддержать татарстанских производителей, в том числе используя потенциал муниципальных промышленных парков. Это ключевой резерв для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня основной задачей становится их качественное развитие. Успех работы промышленного парка зависит от наличия эффективной управляющей компании, действующих резидентов, обеспеченности инженерной инфраструктуры, необходимой для размещения новых производств, а также активной позиции глав районов городов по привлечению инвесторов. Вместе с тем, не все муниципальные промышленные парки соответствуют данным критериям. Также мы не видим конкретных результатов работы инвестиционного венчурного фонда и агентства инвестиционного развития по закрепленным промышленным паркам. При этом у нас есть примеры эффективных площадок. Это Химград, Кипмастер, развитие Челны, парк Зеленодольск, парк Сабы, Тюлящий, Алексей, М7 и ряд других наших проектов. Министерство экономики совместно с главами муниципальных районов, управляющими компаниями эффективных промпарков необходимо максимально тиражировать успешный опыт, продолжить работу по сокращению сдерживающих факторов развития промышленных парков для создания благоприятных условий по
привлечению новых резидентов. Для развития МСП важно поддержать бизнес-инициативы на начальном этапе. Следует продолжить работу по грантовой поддержке молодых предпринимателей, а также развитие института самозанятых. Сегодня в республике их более 215 тысяч. Для популяризации производимой ими продукции важно продолжить проведение ярмарок для самозанятых. В целом, для расширения рынка сбыта бизнесу нужно активно использовать потенциал республиканского маркетингового центра и площадок электронной торговли. Благодаря нашей программе развития электронной торговли у татарстанских предпринимателей появилась возможность сбыта своей продукции, в том числе за пределы республики. Только с начала текущего года количество поставщиков на маркетплейсах увеличилось почти вдвое и превысило 40 тысяч продавцов. Реализацию программы необходимо продолжить и последующие годы. Компания Wildberries – один из первых крупнейших в Татарстане маркетплейсов. Инвестировала в экономику республики более 5 миллиардов рублей, создано более 7 тысяч рабочих мест, и основатель компании Татьяна Владимировна Бакальчук, вот она сегодня здесь в зале, давайте мы ее поприветствуем, поблагодарим. Она это увидела. Еще одним резервом расширения рынков сбыта для бизнеса является развитие контейнерных перевозок. Министерство промышленности республики необходимо принять комплексные меры по привлечению ведущих участников рынка и созданию соответствующей инфраструктуры. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, одной из важнейших отраслей экономики республики является агропромышленный комплекс. В этом году мы собрали достойный урожай зерновых, более 5 миллионов тонн. Ожидаемый валовый сбор сахарной свеклы составит 1,8 миллионов тонн, масляничный кур 600 тысяч тонн, картофеля 800 тысяч тонн, овощей 260 тысяч тонн. Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики. Хочу выразить слова благодарности сельчанам за их важный и непростой труд. Отдельная благодарность компании «Татнефть» и его генеральному директору Наилфатовичу Маганову за ежегодную поддержку отрасли льготным и качественным топливом. Перед нашими аграриями стоят серьезные задачи по сохранению достигнутых показателей и повышению эффективности сельхозпроизводства, в том числе за счет улучшения плодородия почв, а также развития мелиоративного комплекса. Республика Животноводческий регион у нас крупнейшей стране поголовье крупного рогатого скота. Вместе с тем, в ряде муниципалитетов наблюдается закрытие ферм и большое сокращение поголовья. Прошу глав совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выход на плановый показатель поголовья КРС на уровне начала текущего года. Важно укрепить свои позиции по производству продукции животноводства. По молоку задача выйти на показатель 2 миллиона тонн, по мясу 550 тысяч тонн. Отдельные слова благодарности нашим передовикам. Труженики Курганского района впервые в истории республики перешагнули планку в 400 тонн валового надоя молока в сутки. Однинский, Балтасинский, Савинский районы надаивают более 300 тонн молока в сутки. Это позволило создать в республике маточное стадо с высоким генетическим потенциалом в молочном производстве. В целом, в отрасли животноводства необходимо продолжить работу по модернизации ферм с внедрением современных технологий, строительство кормовых центров. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 35 таких центров, 18 муниципалитетов. Кормоцентры должны быть в каждом районе. Они обеспечивают качественным кормом агрофирмы и личные подсобные хозяйства.
Эта работа выстроена в Кумарском, Сабинском, Атнинском, Мамадышском, Балтасинском, Тюлящинском и Тетюшском районах. Необходимо выстроить системную работу по переработке сельскохозяйственного сырья. Успешный пример здесь переработка молока. Еще 5 лет назад предприятия республики перерабатывали лишь 50% производимого в республике молока. Сегодня этот показатель составил 91%. Для поддержки малых форм хозяйствования мы ежегодно выделяем 2 миллиарда рублей. Это около 20 различных мер. Наиболее системная работа с населением выстроена в Балтасинском районе, где почти каждая семья держит корову. Атнинских, Дрожжановских, Спасских районах каждая вторая. И мы и дальше будем оказывать поддержку нашим сельхозпредприятиям, фермерам и личным подсобным хозяйствам. Сегодня мы пригласили в зал фермеров, которые вносят свой важный вклад в развитие сельского хозяйства республики. Ринат Ханнанов, Тукаевский район, Ильяс Сулейманов, Аксуйбаевский, Раис Аглиев, Менделеевский, Азат Давлевич, Балтасинский, Елена Нигмятзянова, Лаишская, Альфред Хайруллин, Дрожжановский район. Я попросил бы фермеров показаться. Ага, вот они. Это вот пример, как надо работать с Рахмат, умышлар сізге. Республика шәһәрләрендә ел сайын авыл хуҗалыгы ярмаркалары оештырыла. Авыл халкы безгә кулай бәядән сыйфатлы продукция алып килә. Моның өчен шәһәрдә яшәүчеләр исеменнән зур рәхмәтне белдерәм. Бу эшне дәвам итү мөһим. Бик зур рәхмәт ярмаркалар өчен. Ведение садоводства и огородничества – сфера, имеющая особую социальную значимость. Более миллиона татарстанцев отдыхают и трудятся на своих садовых и приусадебных участках. Но отдыхают, может быть, не совсем все время отдыхают. Работать надо, но любят. Для граждан это не только отдых, но и возможность обеспечить себя экологически чистой продукцией, но и приучить детей себя к труду. С 2017 года мы поддерживаем наше садовое общество. На эти цели уже выделено более 3,5 миллиарда рублей, которые направлены на обеспечение садовых обществ водой, подъездными дорогами, электричеством, вывозом мусора. В будущем эти программы будут также поддержаны. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, отдельно остановлюсь на развитии IT-сферы. Большой объем работ проведен в рамках объявленного в Татарстане года цифровизации. До конца года все 325 государственных муниципальных услуг будут доступны для граждан республики в электронном виде. Продолжается работа по повышению цифровизации ключевых отраслей. В образовании запущен сервис «Я школьник» с цифровой помощью ученика. Здравоохранение на базе республиканской клинической больницы впервые в России будет полностью оцифрован порядок оказания медицинской помощи по международным стандартам. Для цифровизации услуг ЖКХ запущен новый сервис «Локула», который объединит на одной платформе горожан, малый и средний бизнес и управляющие компании. Доказал свою эффективность правоохранительный сегмент видеонаблюдения «Безопасный город», который позволил снизить преступность и обеспечить правопорядок. Также продолжается активная работа по расширению доступа к высокоскоростному интернету. В рамках федеральной программы подключено более 3500 социальных объектов. К скоростным каналам связи впервые подключено более 300 сел. Наша задача в ближайшие годы подключить все социальные объекты республики. Это порядка 4500 объектов. Кроме того, компания Таттелеком в текущем году обеспечит скоростным интернетом 100 тысяч сельских домохозяйств. Отдельные слова благодарности хочу выразить Акбарсбанку, благодаря которому в этом году 24 тысяч ноутбуков получат наши учителя. Аплодисменты Таттелекому, Акбарсбанку, ну и всем, кто помогает. Важный проект этого года
создание в столице республики нового технопарка имени Башира Рамеева. Это 50 тысяч квадратных метров современного пространства для развития высокотехнологичных компаний, где будет создано 4 тысячи новых высококвалифицированных рабочих мест. Он призван стать новой точкой роста IT-индустрии нашей республики. Отмечу, что IT-инфраструктура создается не только в крупных городах республики. Муниципальные IT-парки появились в Пестрищинском, Сабинском, Мамадышском районах. И эта работа будет продолжена. Сегодня в IT-сфере назрела необходимость принятия исчерпывающего комплекса мер для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Правительству республики следует продолжить работу по оснащению средством мониторинга организации противодействия киберугрозам и переходу государственного сектора на отечественные программные обеспечения и оборудование. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, по-прежнему в центре нашего внимания и заботы человек. Мы в полном объеме продолжаем реализацию нас проектов, а также республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. В текущем году их 44. Из бюджета Татарстана выделено более 46 миллиардов рублей. Ведутся работы по строительству, реконструкции, капитального ремонта, благоустройству более 3500 объектов социально-культурной сферы. Это красивые и современные школы, садики, ресурсные центры, общежития, ФАПы и стационары, дома культуры и подростковые клубы, спортивные площадки и лыжные базы, детские оздоровительные лагеря и многие другие объекты. Отмечу, что основным принципом реализации всех программ и проектов должна быть их синхронизация. К данной работе нужно подходить комплексно, обеспечивая не только строительство жилья, но и объектов социальной, транспортной, инженерной, бизнес-инфраструктуры, а также в целом благоустройства территории. Это в том числе зона ответственности вновь созданного Института пространственного планирования и Фонда пространственных данных. Кроме того, при реализации программ в первую очередь нужно ориентироваться на запросы граждан. Это позволяет объединить усилия властей и общества в стремлении создать комфортные условия для жизни и работы. Наглядный того пример – республиканские программы «Наш двор», показавший, что именно совместно можно добиться результата, который не просто устроил, но и радовал всех. Как результат, за 3 года по всей республике уже благоустроено более 3000 дворов. Ишигалларын қарап тұту, аларда шисталық һәм тәртип сақлау районнарның турыдан-туры бурычы. Біз жетекшілерден һәм халықтан әлеге жерлерге сақшыл қараш көтіп қалабыз. Это очень большая программа. Давайте поаплодируем тех, кто продвигает эти проекты. Ну и на самом деле отзывы населения очень позитивные. Перед органами государственной власти стоит задача выполнить все запланированные мероприятия полного объема. При этом следует обеспечить жесткую финансовую бюджетную дисциплину, повышение эффективности расходования каждого бюджетного рубля. Актуальным вопросом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, волнующего населения, остается износ инженерных сетей. На федеральном уровне по поручению президента Российской Федерации ведется подготовка комплексной программы модернизации жилищного коммунального хозяйства. В этой связи необходимо провести детальную инвентаризацию существующей коммунальной инфраструктуры, утвердить конкретные объекты, сроки и объемы работ, чтобы у населения была информация, где и когда будет проведен ремонт. В целом, эффект от реализации данной программы будет сопоставим с программой капитального ремонта многоквартирного жилья. Уважаемые коллеги, хурматлы хизматташлар, в республике реализуются крупномасштабные проекты в сфере дорожного хозяйства. Это строительство трассы М-12, а также реконструкция трассы М-7 с обходом Нижнекамский и набережной Челнов, которая ведется в рамках строительства скоростной трассы от Москвы до Екатеринбурга. Также ведется
строительство автодороги Алексеев-Альметьевск в рамках проекта трассы Шали-Бавы, которая соединит трассы М7 и М12 с трассой М5 и даст возможность дальнейшего выхода на Казахстан и Китай. Реализация данных проектов позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и ввести 2 моста через реку Волга и Кама. Дорожникам давайте поаплодируем. Наряду с этим реализуется проект в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе Большое Казанское кольцо, Вознесенский тракт, реконструкция Горьковского шоссе. Это очень большие проекты. Хочу поблагодарить правительство Российской Федерации за поддержку в реализации этих проектов. Давайте вот отдельно еще раз. Кроме того, продолжается работа по развитию муниципальной дорожной сети в рамках республиканских программ. Ежегодно на сельских территориях строится и ремонтируется не менее 700 километров дорог. В Казани ведется строительство 2-й линии метро, которая в перспективе обеспечит охват микрорайонов с наибольшим пассажиропотоком. Хөрмәтле депутатлар, уважаемые депутаты, особую актуальность сегодня приобрело развитие внутреннего туризма. Для этого у нас есть все: богатая история, уникальные культурно-исторические объекты, красивейшая природа. Важнейший вопрос – наличие соответствующей инфраструктуры, в том числе современных и доступных средств размещения и туристических троп. В целом, необходимо развивать загородный отдых, природный экологический туризм, а также новые направления для привлечения туристов, в том числе в рамках туристических кластеров. Соколка, Свияга, Камское устье, Лаишево, Белые горы, Волжская Булгария и другие проекты. Для этого следует активно привлекать к работе бизнес, поддерживая предпринимателей при запуске туристических объектов, а также участвовать в федеральных проектах. Отмечу, что приоритет сделать природу доступной для людей без ущерба экосистеме. Большой объем работы предстоит в рамках проектов по развитию и восстановлению межрегионального маршрута «Великий Волжский путь». В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку Министерства транспорта Российской Федерации. Хөрмәтле хезмәттәшләр, уважаемые коллеги, одно из приоритетных направлений нашей деятельности – развитие системы образования. В 2023 году в Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Это решение президента страны подтверждает высокий статус педагогов и наставников в нашем обществе, важность их работы. Сегодня мы пригласили сюда учителей, которые посвятили себя любимой профессии и вносят свой вклад в развитие республики. Среди них Ильсур Рустамович Зиганшин из Казанского лицея номер 2, учитель года республики 2022, Лариса Николаевна Ефимова из Усадской прогимназии Лаишевского района, победитель муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России 2022». Рафик Никмязанович Закиров, представитель семейной педагогической династии, учитель в 4-м поколении. Прошу показаться наших педагогов. В вашем лице мы аплодируем всем учителям нашей республики. Рахмат сизге. Такие примеры преданности своему призванию и высочайшего профессионализма – ориентир для нового поколения учителей. Качественная подготовка педагогических кадров – ключевая задача системы образования. Необходимо продолжить активную профориентационную работу, направленную на привлечение в профессию учителя лучших выпускников. Начиная с этого года, учебного года, в каждом муниципалитете открыты классы педагогического профиля. Их выпускники – основные претенденты на целевое обучение по профессии в вузах. Неотъемлемым участником образовательного процесса наряду учеником и учителем является родитель.
Нельзя недооценивать родительский потенциал. В целях активного обучения родителей приемам взаимодействия и сопровождения детей в школе Адамнар разработана учетно-методическая программа «Родительские университеты». Я активный родитель. Необходимо использовать эту программу и в других школах республики. Предметом особой заботы в сфере образования остается сохранение и развитие языков всех народов, проживающих в республике. С этой целью оказывается всемирная поддержка многонациональным воскресным школам. Еще недавно в республике действовало 25 отделений, теперь уже 100. А также сети организаций национального образования, которых наряду с русским языком, государственным языком российским, изучается 7 родных языков: татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский и иврит. Отмечу также деятельность комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, которая стала эффективным институтом поддержки полезных общественных инициатив. Принято решение расширить его функции, преобразовать комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков, представителей народов, проживающих в Татарстане. Кроме того, создана комиссия при президенте республики по русскому языку. Ощутимые результаты достигнуты в части пополнения линейки учебно-методических комплектов и пособий по татарскому языку и переводных изданий по другим предметам. Министерство образования и науки республики следует продолжить эту работу. Тел белеме бируне izliksiz итү өчен мәктәпләр һәм югары уку йортларының үзара бәйлешен җайга салу мөһим. Тагын бер бурыч туган телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә яшьләрне ныграк җәлеп итү. Бу эштә яңа технология куллану һәм айрым вузлар кебек фольклор, этнографик юнәлешкә басым ясау кирәк. Волнующим население вопросом остается безопасность в образовательных учреждениях. Недавняя трагедия в Ижевской школе острой болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Все необходимые поручения по материально-техническому обеспечению и физической охране даны. Обращаясь к главам муниципальных образований, следует держать данный вопрос на особом контроле. Уважаемые депутаты, депутатлар, кадры решают все. Известная всем фраза приобретает особое звучание, когда речь идет о системе здравоохранения. Посвятив свою жизнь одной из самых уважаемых, гуманных и ответственных профессий, медицинские работники выполняют благородную миссию, спасают жизни, помогают сохранить самое ценное, что у нас есть – здоровье. Сегодня в этом зале мы пригласили представителей целых династий медиков, чей общий семейный стаж работ превышает 100 лет. Это семьи династий Вахитовых, Ибрагимовых, Минабуддиновых, Додвиковых, Савельевых. Тоже прошу, покажитесь. В вашем лице. В вашем лице хочу выразить слова благодарности всем медицинским работникам за труд и знания, за самоотдачу и верность профессии. Смелые и самоотверженные медики проявили себя в период пандемии. Это позволило сохранить жизнь и здоровье многих татарстанцев. Для реабилитации переболевших в текущем году в Казани был открыт крупнейший лечебно-реабилитационный центр на базе городской клинической больницы номер 7. Сейчас по России отменены все ранее введенные коронавирусные ограничения. Вместе с тем, я обращаюсь к гражданам быть более внимательными, относиться к своему здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты. По-прежнему приоритетным вопросом в сфере здравоохранения является безопасное материнство и рождение здорового ребенка. Важным проектом в этом направлении станет
открытие в будущем году современного перинатального центра на базе родильного дома городской клинической больницы номер 7. Особое внимание требуют вопросы организации диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями. Органам местного самоуправления необходимо оказывать максимальное содействие медицинским организациям проведения профосмотров. В целом, крайне важно сосредоточиться на профилактических мероприятиях, формирующих навык культуры здоровья. Этому способствует созданная в республике развитая спортивная инфраструктура, а также проведение спортивных мероприятий. В этом году татарстанские спортсмены порадовали нас и всю страну 4 олимпийскими медалями и достойно представили республику на первых в истории игр дружбы и всероссийской спартакиаде, где завоевали 19 золотых медалей, в том числе по игровым видам: волейбол, водное поло, хоккей на траве. Все рекорды побила татарстанская мужская команда «Динамо Акбарс», 20-й раз ставшая чемпионом России по хоккею на траве. Ну и, как мне доложил Асхат Ахметович, наша женская команда по хоккею на траве тоже чемпион России. Давайте поаплодируем. Мы пригласили в зал наших спортсменов-чемпионов. Это Зульфат Гараев, Полина Мухорышева, Александра Фомина, Евгения Кассетская, Сергей Сирант, Александр Красных. Ребята, мы хотим вас увидеть. Мы гордимся вами и ждем новых успехов. Спасибо вам большое. Вызывает уважение представителей молодежи республики, которые добились успеха не только в спорте, но и в образовательной сфере, науки и искусстве. Это Инсаф Ганибаев, лауреат российских и международных творческих конкурсов, Галя Шарафуддинова, выпускница Казанского лицея 131, победительница Международной математической олимпиады. Амир Салихов, ученик Казанской гимназии номер 19, победитель Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Юрий Мельник, студент КНИТУ, призер Международного интернет-олимпиады по теоретической механике, а также разработчики первого татарстанского спутника Земли КАИ-1 и молодые ученые, обладатели грантов президента России. Мы тоже хотим вас увидеть, поприветствовать. Да. Вы большие молодцы. Мы гордимся вами. Бекзур Рахман, большое спасибо вам. Формирование эффективной системы работы с одаренными детьми и молодежью – одно из ключевых направлений, обозначенных президентом страны. Наша задача – создать все условия для их учебы, работы, отдыха, чтобы молодежь в качестве места для своей дальнейшей жизни и развития выбирала Татарстан. В текущем году на федеральном уровне было объявлено создание общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, наблюдательный совет которого возглавил президент страны Владимир Владимирович Путин. Движение объединяя молодое поколение, формирует новые подходы к воспитанию, где основополагающей станет любовь к родине и направленность на достижение общей цели – построение сильной России. Учитывая общегосударственный характер задач, поручаю правительству республики оказать всестороннее содействие в становлении нового движения в Татарстане. Безденте бурышларның берсе мәдәни мирасны саклау, өйрәнү һәм арттыру. Татарстанда яңарыш фонды эшчәнлеге һәм Бірінші президентіміз Ментебе Шәрипұлы Шаймиев ярдәмендә мирасны саклау өчен күп эш башкарылды. Ментебе Шәрипұлына һәм бу мөһим эшкә өлеш кертүчеләргә, шул исәптән мәдәният хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Бу чару.
Отрадно, что работа наших деятелей культуры также отмечается на федеральном уровне. В текущем году генеральному директору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Ракиповне Руденко присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства. Тарихи мәдәни мирасын саклау һәм арттыру, иҗади башлангычларны ярдәм итү, гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү өчен мөһим бурычлар. В республике продолжается модернизация учреждений культуры. Крайне важно, чтобы эти объекты были наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов, где они смогут раскрыть и проявить свои творческие способности. Хороший пример – русский драматический театр «Мастеровые» на Набережных Челнах и открывшийся в текущем году в рамках нацпроекта «Культура» Центра культурного наследия Зеленодольске и Елабуге, которые уже стали излюбленным местом отдыха жителей этих городов. В следующем году отмечаются юбилейные даты Шигабдин Маржане, Федор Шаляпин и Максима Горького. Это круглые даты дают возможность через творчество великих соотечественников раскрыть духовно богатую жизнь нашего народа. Уважаемые коллеги, хөрмәтле хезмәттәшләр, безусловно, достижения и успехи республики – результат большой совместной работы всех татарстанцев, всех уровней и ветвей власти. Весомый вклад в общее дело внесли и наши депутаты. Хочу поблагодарить весь депутатский корпус во главе с Фарид Хайрулловичем за совместную созидательную работу на благо Республики Татарстан. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар, уважаемые коллеги, мы, жители Татарстана, многонациональной России, по праву гордимся нашими многовековыми традициями, которые передаются из поколения в поколение. Это бережное и уважительное отношение к старшим, любовь к труду, своей земле, крепкая семья. Эти базовые ценности мы стали ценить сегодня, как никогда. Именно они – основа нашего будущего и будущего наших детей. Опираясь на них, нам все по плечу. Алдыбызда төрле өлкәләрдә җиде бурычлар тора. Уртак тырышлык белән без аларны үтәп чыга алачакбыз. Без бергә, без булдырабыз. Сезгә барыгызга рәхмәт. Уважаемые депутаты Государственного Совета, уважаемые участники сегодняшнего заседания, позвольте от вашего имени еще раз поблагодарить Рустама Нургалиевича за содержательное выступление, за послание Государственному Совету ежегодное, которое разносторонне осветило текущую ситуацию и задачи, стоящие на непростой наступающий 23-й год. И хочу со словами признательности за высокую оценку, которую он высказал в адрес депутатского корпуса, заверить, что мы сделаем все возможное для того, чтобы максимально реализовать поставленные задачи в этом послании сегодняшнем, для того, чтобы обеспечить достойную жизнь наших людей. В большей степени, может быть, многие вопросы касаются исполнительной власти, правительства нашей республики, глав городов и районов, муниципальных органов власти. Но наш успех, как уже было сказано Рустамом Нургалиевичем, в таком созидательном русле всех ветвей и уровней власти в Республике Татарстан, несмотря на очень сложные вызовы, о которых он сегодня нам сказал. Вызовы действуют. К сожалению, и мобилизация, и санкции, все эти вещи на такую экономику, как наша, многовекторную, на многонациональную республику нашу,
вот как Рустам Нургалиевич сказал, значит, интересантов в этом вопросе, чтобы оказать какое-то активное сопротивление, немало со стороны наших недружественных стран. Я, знаете, что подумал? Ну вот прежде всего я хочу сказать, вот Алексей Валерьевич здесь присутствует, премьер-министр, члены правительства. Я думаю, нам хватит, значит, и нашего опыта совместной многолетней работы, чтобы проявить и выдержку, единство, и ответственность, и, как Рустам Нургалиевич сказал, объединиться вокруг усилий главы нашего государства Владимира Владимировича Путина. Я бы внес предложение, если поддержите. Нам в таких условиях надо объединяться и дальше, сплочение сделать со всем нашим народом вокруг нашего лидера Рустама Нургалиевича Минниханова, высшего должностного лица нашей республики. Тогда мы обеспечим успешную реализацию всех задач. Дальше хотел бы сказать, что мы уже сегодня должны начать выработку конкретных предложений в общий план мероприятий, объявленного президентом Республики Татарстан Года национальных культур и традиций, никуда не откладывая. Соберем, Лейла Ринатовна, Министерство культуры, все коллеги, значит, и каждый внесет свою лепту. Это фундаментальные ценности для многонационального, многоязычного, многоконфессионального Татарстана, мир и согласие среди 170 с лишним наций и народностей. И этот год, поэтому мы считаем, Рустам Нургалиевич его провозгласил, мы приложим все усилия, чтобы укрепить еще больше нашу дружбу, мир и согласие для развития. Особо Рустам Нургалиевич остановился на объявленном годе педагога и наставника в Российской Федерации. Мы включились в эту работу, вся республика, повсеместно, но еще раз проанализируем наши планы с тем, чтобы этот год педагога и наставника был на самом деле прочувствован самими педагогами и почувствован педагогами и наставниками ради того, чтобы наши дети получали достойное образование. Рустам Нургалиевич, еще раз спасибо вам большое. Коллеги, регламент не позволяет задавать вопросы, не предусмотрено. Завершаем работу. Вопрос обсужден, вернее, вопрос рассмотрен, доклад сделан. Вношу предложение 35-е заседание Государственного Совета объявить закрытым. Нет возражений? Объявляю заседание закрытым. Спасибо за участие в работе.
участие, коллеги. В 12 часов состоится 36-е заседание Государственного совета в здании парламента, а в 11:30 до этого заседание комитетов. Прошу принять участие всех приглашенных.